в футболе команда волонтеры предпочитает выставить в основном составе дорогостоящих легионеров. Сейчас мы выясним, насколько эти дорогостоящие вложения в легионеров окажутся полезными. Итак, 1-2-2 расстановка у обеих команд. Поехали! Длинная передача, закон футбола. Первым пасом начать атаку. Но посмотрите, как плотно по игроку играют защитники волонтера. Какая игра? Можно играть, свистка не было. Помните, что за штрафные тоже за нарушение правил штрафные. Прострел? Нет. Явно одноногий футболист подавал левый, а сам играет в основном правый. Возможно, им потребуется поменять края. Первая передача издалека. Правильно доставляется мяч к штрафной площади соперникам. Ксюша. Обратите внимание на эту высокую девушку в сером костюме с фиолетовой жилеткой. Ксюша Попова. Страшный удар с обеих ног. Причем она может ударить не только по мячу. Опасная контратака. Последний защитник ее прерывает. Ксюша с мячом. Нет. Кто-нибудь опустит мяч. Возьмет ли одна хотя бы команда его под контроль. Другое дело, что на таком покрытии играть низом смертельно, ведь мяч не идет по прямой. Поле специально сделали максимально неровным, убирает мяч под правую ногу, сходу удар! Нет, здесь нужно было атаковать, решать самому. В общем, поскольку вратарь ошибается на выходе. Какая чудовищная ошибка могла стоить дорого, а теперь 3-2. Нет, очень хорошо, очень внимательно, без паники, спокойно. На замахе обыгран один. Можно бить. Как потрясающе катится под мяч ребята из волонтеров. Вы чувствуете? Под каждый мяч катится тут же. Хорошее приобретение. Примерно как Игнашевич в сборной страны по футболу большой. В атаку не ходит. Это штрафной, это накладка. Ну это совсем нехорошо. Как можно травмировать, ребят? Сейчас же все-таки, наверное, минус есть. Минус 3, минус 5, наверное, да? Все-таки мышцы, связка охлаждены, аккуратнее. Из-за боковой. Как вы видите, много нервов, много напряжений, много ошибок в передачах и практически нет опасных моментов. Во всяком случае, таких настоящих голевых не было ни одного. Доставить мяч в штрафную соперника с воротом не получается. Все атаки фанат строят через середину поля своего долговязого центрального полузащитника. Вот опять он с мячом, как циркулем. Но посмотрите, как технично внешней стороной отбрасывает мяч направо. К сожалению, не получается развить атаку защитники на чеку. Играют компактно, но при этом успевают, если что, контролировать фланги. Девчонки, сражайтесь, мы за вас. Они привыкли не за деньги сражаться, а за идею, понимаете? Поэтому они так сражаются с этими парнями. И сейчас они им еще дадут конкретно ногой по куда-нибудь. Если будут себя плохо вести. Девчонки, если честно, я за вас. Хотел вас сказать, что двое, подставных, приобретенных легионеров, там Халк и Курани. Только Халк и Курани играют впереди, а у вас они играют сзади. Ну ничего. Итак, вот, наконец-то фанаты поняли мой намек, что надо бы пропускать вперед женщин. Итак, ребята, последние 5 минут. Встречаем аплодисменты. Сейчас за руку. В такой игре одна ошибка может стоить очень дорого. Очень дорого мяч уходит в лицевую. Судья считает, что от ворот. Надо позадуматься о том, насколько беспристрастен этот арбитр. Правильная игра. Свет развернут. Не судится! Опа-на! Из-за боковой желтый. А уж желтый. Откройтесь под него кто-нибудь. Откройтесь кто-нибудь побыстрее. Все стоят. Ой, как здорово! Чуть было Ксюша не доказала вратаря фанатов, который опрометчиво выскочил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, аккуратно, только без травм! Только без травм! Свисток молчит. Правила не нарушены. Волонтеры. Недовольные футболисты, фанаты 11, дескать, не воротчик играл руками, а никто не видел. Конечно, нормально.
видели вчера футбол России Черногории? Как судил судья? Хорошо или плохо? Очень хорошо судил судья, правильно. Футбола, правда, не было. Итак, фанаты из-за боковой. Время идет. Конечно, девочки устают быстрее. Но сражаются. Аккуратно! Потрясающе! Выпускает мяч из рук, успевает все-таки закрыть мячи. Чуть-чуть не получилось. Могла пойти хорошая контратака. Все правильно делают волонтеры. Они почувствуют, что бросить, что вратарь не видит. И верховые туда прилетают. Он играет почти слепую. Аккуратно. Чувствуете, как поменялась игра во втором тайме? Насколько раздал быстрее ворот из середины поля. Еще одна атака фанатов. Опасно могло быть. Если он сумел прокосить головой, к вам туда пойдет, успеет сложиться вратарь. Нет места в таком случае. Футболисты волонтеров пресекли эту историю с низким встречным солнцем. И снова длинные передачи вперед. Ну, надо тренировать вынос отдельно, товарищ вратарь. Отдельно тренировать вынос. Подальше выносить от своих ворот. Возможность контратаки 3-2. Очень опасно. Немский стрелок. Как повезло волонтерам. Очень опасная атака. 3-2. Прекрасный пас. Немский стрелок сам в центр. Но реализация подвела. Мяч ушел от ноги. Мяч ушел от ноги защитника. Аут из-за боковой. Сколько осталось? 2? Да, вратарь высокого роста, но невысокого класса, говорят. Атака волонтера опасна, может последовать. Молодчина, все правильно, Ксюша. Главное вынос, здесь уже не важно. И вдвоем! Какое самоотверженное служение своей команде демонстрируют защитники волонтера. Еще раз. И снова в атаке, и снова атака будет мяч за боковой. Мяч плотно задержался на половине поля волонтеров. Одна атака, один удар решает все. Полностью контролирует штрафную площадь. Вверх-вниз, на ближней штанге помогает вратарю. Серьезное приобретение. Надо посмотреть под кафе. Потому что он жалуется, что в центре обороны у него 2 игрока на всю страну. Березутский и на двоих. Контратака! Наконец-то проснулись волонтеры. Концовка матча проходит под диктовку команды «Палас 11». И снова. Вот он, длинный вынос. Аккуратно. Похоже, первая ошибка центрального защитника, но вратарь успевает сместиться вправо и закрыть ближний угол. Очень хорошо по-хоккейному, перемещаясь такими приставными шагами, играет вратарь волонтера. Удар сходу. Дорогие друзья, раздается финальный свисток этого матча, в котором обе команды продемонстрировали великолепную игру без мяча. С мячом, правда, похуже. 0-0. 0-0. Как всегда в таких случаях. Попробуй забить, если вот так стоит. Все решат пенальти. На расстояние в 12 метров примерно отсюда. Ворота втрое меньше футбольных. И ответьте, можно ли попасть в такие ворота? Их не защищает никто. Итак, команды обнялись в центральном круге, все как положено. Сейчас мы увидим, кто в стране умеет бить пенальти. Это точно не капитан сборной страны по большому футболу Роман Широков. Итак, начинает фанат 11. 3 удара. Технично щекой, но выше. Но выше ворот. Игрок, который заслуживал бы право называться самым техничным футболистом финала. А вот теперь ваше внимание. В защите у своих ворот штрафной этот парень контролировал все, особенно в первом тайме, во втором похуже. Что же сейчас с ударом? Бьет подъемом и попадает. Есть! Я не слышу, господа зрители. Вы что, болеете за фаната 11? Где объективность? Где объективность? 1-0. Второй удар в исполнении фанатов.
с короткого разбега. Это вы в дыр-дыр на заднем дворе так тренируйтесь. Щекой так для разминки в начале. Мяч должен пересекать линию ворот по воздуху. И вот теперь-то у нас сказывается мудрость тактического хода тренеров команды «Волонтер», пригласивших двух иногородних игроков. Вы знаете, их зарплата сильно выросла за счет роста курса евро, но, похоже, эти вложения оправдываются. Итак, в девятку, в пять низом и в угол, рассказывают футболистам. Он ударил сильно верхом в угол, поскольку низом не считается и не попал. Последний удар. Если не забивает, то понятно, что будет. Если не забивает, то мы на него забиваем, потому что последний шанс. Они доверили вратарю. Я с самого начала говорил, что вратарь у фанатов ненадежен. Ваши аплодисменты. Практически женская команда «Волонтер». Во главе с Ксюшей Поповой, правда не забивший сегодня, но державший всю игру вокруг себя, одерживает победу в этом историческом турнире на Ибица 2015. Ну похлопайте, черти драпового, чё? Да. Болельщикам штраф. Пожалуйста, все болельщики скинулись по рублю и принесли победителям. Таким образом скомпенсируйте то, что плохо аплодировали и поддерживали. Спасибо участникам обеих команд за мужество. Чего? Второе место. За второе место награждается команда «Фанат 11». Парни, нормально выглядело хорошо. Второй тайм могли пропустить против Солнца, но джентльмены уступили девчонкам. Победители! Команда «Волонтеры». Кого? Кого сфотографировать? Кто приз получит? Мы. Ксюха! Поздравляю вас! Ксюша! Почему не удалось забить? Не знаю. Ребят, Давай. а я тоже хочу Кирилла фотографировать. Давай. Ребят, Есть минута времени? Давай быстрее команду. Каждый, наверное. Давай быстро. ну я маленький такой, если сейчас с Кириллом рядом. Ну так Или повыше надо. Ваш соотечественник с Питера. Да вы что? Да. Ручку давай.